На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. 45 лет исполнилось ансамблю народной песни и танца Очимчирского района «Эрцах». Указом президента Рауля Хаджимба за заслуги в развитии национального хореографического искусства и вклад в популяризацию абхазской культуры художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист Абхазии Вианор Логуа награжден орденом Ахзапша третьей степени. За вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию абхазской культуры почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено солистам ансамбля Маки Квициня, Дауру Пипия и Марине Шинелия. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся концерт ансамбля «Эрцах», посвященный юбилейной дате. Мероприятие посетил президент Рауль Хаджимба. Репортаж о том, как прошло празднование 45-летия со дня основания народного коллектива, смотрите в следующих выпусках новостей. А сейчас предлагаем вам посмотреть, как артисты ансамбля готовились к важному концерту. Наши корреспонденты побывали на генеральной репетиции. Репертуар ансамбля обновлен, введены новые хореографические номера, среди которых фольклорные танцы, осетинский и старинный абхазский танец, сохраненный соотечественниками в Турции. По словам артистов, в последние годы с приходом в ансамбль нового художественного руководителя, заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Логуа, коллектив, можно сказать, переживает свое второе рождение. Есть подрастающее поколение, они рядом стали. Есть взаимопонимание, постановки хорошие. Сейчас мир тоже диктует, и мы со временем в ногу идем, я думаю. Всем спасибо и поздравляю 45-летию. Здесь есть взрослое поколение, с первых дней люди работают. Это наша национальная культура в целом. Всем спасибо, кто этим занимается, кто поддерживает. В этнографическом ансамбле песни и танца «Эрцах» около 50 артистов. Среди них есть как профессиональные танцоры, выступающие на сцене много лет, так и учащиеся школ. Артистка Аманда Кучуберия танцует в ансамбле уже более 7 лет. Она признается, что сцена для нее имеет большое значение, а танцы стали главным увлечением в жизни. Танцы переросли из ряда хобби уже как часть жизни. Танцы — это всегда настроение, это всегда бодрость, танцы — это всегда новое дыхание, новая жизнь, совсем другое мышление, мировоззрение. Мы очень долго готовились, нам кажется, та программа, которую мы сегодня представим, она наполовину обновленная, у нас новые танцы, новые костюмы. Нам кажется, что эта программа будет по душе зрителям. Вокальный состав ансамбля насчитывает до 15 артистов. На предстоящем концерте, конечно же, в основном они будут исполнять абхазские народные песни, но прозвучат и авторские композиции. Наш концерт состоит в основном из народных песен. Поем мы еще песни Кавказа, тоже народные песни, вот осетинские песни поем. Поем новые танцевальные мелодии, тоже старинные танцевальные мелодии, уже обработанные нашим композитором Надаром Кварча, уже более в стилизованном виде. Вокальный состав ансамбля насчитывает до 15 артистов. На предстоящем концерте, конечно же, в основном они будут исполнять абхазские народные песни, но прозвучат и авторские композиции. Уже полгода, как я работаю в этом ансамбле. За полгода можно узнать любой ансамбль. Если проработаешь, очень коллектив дружный. Куда бы мы ни ездили, какие бы концерты бы ни были, все дружно, спокойно проходят концерты. Зрители абхазского телевидения смогут увидеть полную версию концерта этнографического ансамбля «Эрцах» в одном из ближайших эфиров. Саиджер Сале, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Министерство иностранных дел Абхазии распространило комментарии по поводу высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили. Выступая в Тбилиси по случаю национального праздника Грузии Дня независимости, Саломе Зурабишвили выразила сожаление, что абхазский язык находится на грани исчезновения, несмотря на заботу о нем грузинского государства. Как отметила Зурабишвили, это вызвано тем, что Россия проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской культуры
культуры и языка. Данным заявлением госпожа Зурабишвили ярко продемонстрировала присущую грузинской элите историческую амнезию и неадекватное восприятие современных реалий. Мифологическая трактовка событий недавнего прошлого, активно используемая в постсоветской политике Грузии, позволяет сваливать собственные неудачи и просчеты на внешние силы, говорится в комментарии МИД Абхазии. Можно было бы вспомнить, что именно во времена нахождения Абхазии в составе Грузии абхазский язык находился на грани исчезновения, а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям. Как подчеркивается в комментарии, события 1992-1993 годов, а также 2008 года наглядно продемонстрировали заботу в кавычках грузинского государства об абхазском народе. Следует напомнить, что в 2008 году Россия, которую президент Зурабишвили объявляет источником угрозы для Абхазии, надежно пресекла агрессивные намерения Грузии в отношении абхазского государства. Исторический опыт убедил народ Абхазии не полагаться на заботу в кавычках со стороны Грузии. Этот опыт должен также убедить и грузинских лидеров переосмыслить свои представления о событиях недавнего прошлого. Не отказавшись от мифологизации и навешивания ярлыков, невозможно адекватно оценивать современные реалии и вести конструктивный диалог о будущем, отмечается в комментарии Министерства иностранных дел. Ученик 10 класса Очимчирской средней школы Давид Гогуа награжден почетной грамотой МЧС Абхазии за мужество и героизм, проявленное при спасении на воде, сообщает пресс-служба МЧС. Летом 2018 года десятиклассник спас тонувшую в море гражданку России, отдыхавшую в Очимчире. Юноша, услышав крики, не растерялся и бросился на помощь тонувшей женщине. Церемония вручения грамоты и именного подарка прошла в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии в присутствии одноклассников Давида Гогуа. В эти дни в Абхазии находятся видеоблогеры из Крыма Виктор Петровский и Максим Шатров, которые приехали не просто посетить достопримечательные места нашей страны, но и изучить культуру, быт и традиции абхазского народа. С путешественниками из Крыма пообщалась Гугу Цаварданя. Крыма Виктор Петровский приезжает в Абхазию уже во второй раз. Впервые он побывал в нашей стране в 2018 году. После поездки у него остались настолько хорошие впечатления, что он решил рассказать подписчикам своего канала обо всем, что увидел здесь, о самых интересных и красивых местах, о сервисе и о национальной кухне. По мнению блогеров, в сети распространено много недостоверной информации о курортах Абхазии, о качестве обслуживания и о стране в целом. То, что мы слышим об Абхазии, живя в России, ну и, скажем так, во всем бывшем, на всей бывшей территории СССР, то там говорят, туда ехать небезопасно, что там вас могут чуть ли не на таможне сразу там все деньги забрать, потом полицейские все деньги заберут, а потом в отеле вас обворуют и вообще никуда не зайдете. Мне это и было интересно узнать, как это на самом деле, потому что я очень много стран в мире посещаю, и в основном 90% что не сходится то, что рассказывают про страну, и то, что есть на самом деле. Кто говорит, что Абхазия не развивается, что сервис не растет, вот я сейчас буду выпускать видео, все увидит, я считаю, сервис очень сильно растет. В этот раз видеоблогер планирует поближе познакомиться с культурой, бытом и традициями нашей страны, а также с местными жителями. С некоторыми из них он уже успел подружиться и отмечает, что народ здесь гостеприимный и открытый. За несколько дней Виктор посетил Гагру, Афон, озеро Рица. Кроме того, перед тем, как приехать в Абхазию, он провел опрос среди своих подписчиков, а также попросил задать ему наиболее интересующие их вопросы об отдыхе в Абхазии. В это посещение, то, что я сейчас приехал, я захотел углубиться больше в культуру, углубиться больше в местную жизнь. То есть не так, как совсем турист-турист, а вот чтобы, к примеру, я пару дней назад погулял по Схумской набережной. Просто человек продавал своими руками сделанные скульптурки. Я сел с ним, мы поговорили о жизни, как у нас в Крыму, как у него в Сухуме. Насчет вот этих волнений ваших. Кстати, вот если бы у меня не было бы знакомых здесь, у которых я бы спросил, я вам скажу честно, вот за границей очень сильно это было накручено, что очень многие прям мои друзья
как сказать, отменяли уже даже поездки, когда мы видели это по телевизору, что волнения идут, и люди с детьми говорят, куда я с детьми поеду. У меня хорошо тут есть друзья, я позвонил, они говорят, Виктор, спокойно садись, едь, ничего не страшно, к вам это вообще не относится. Вместе с Виктором в Абхазию приехал его друг, фотограф из Дубая Максим Шатров. И, конечно же, красота нашей страны произвела на него незабываемое впечатление. В громадном нахожусь шоке каждый день новые какие-то эмоции. И та картинка, которую показывают свне, сумасшедшая, дико отличается от настоящего. Прожил 23 года в Дубае и сейчас переезжаю в Крым. Я думаю, на самом деле, может быть, я поспешил. Потому что Абхазия меня тоже очень сильно удивила и в плане природы. Но мы сюда вернемся в любом случае еще своим ходом, я думаю, в конце лета, когда поменьше туристов будет. У Виктора Петровского за это время сложились теплые дружеские отношения с представителями Министерства по курортам и туризму и Абхазского союза туризма. Как отметил замминистра по курортам и туризму Астамур Барциц, чтобы привлечь в нашу страну как можно больше отдыхающих, надо обеспечить для туриста безопасный отдых и уважительное отношение к нему. Любой турист всегда задумывается, куда бы он ни поехал, о безопасности посещения страны, потому что он приезжает не только один, он приезжает не частным образом, он приезжает также и с семьей, и с детьми. И, конечно, каждый хочет провести свой отдых безопасно, чтобы на нем это не отражалось. Также касаемо гостеприимства, мы должны понимать, что те люди, которых мы встречаем здесь, которые к нам приезжают, мы должны относиться к ним как к нашим гостям и показывать себя с лучшей стороны, потому что это в первую очередь будет влиять на имидж нашей республики. Те события, которые были недавно в нашей родине, конечно, недопустимы, потому что они в первую очередь повлияют на привлекательность нашей страны как для туристической отрасли, так и для целом. Виктор Петровский приехал в Абхазию после туристической поездки в Европу. Путешествует он на автомобиле. Блогер уже побывал в Ницце, Монако и проехал более 12 тысяч километров. Но, как признался нам, красивее абхазского побережья нигде не видел. В следующий раз Виктор планирует приехать в Абхазию в конце лета. Гугу Савардания, Тамас Чековани, Абхазское телевидение. О спорте. До старта чемпионата Европы по футболу под эгидой КНИФА-2019 осталось совсем немного времени. Сборная Абхазии активно готовится к участию в главном для страны турнире. Алика Трапш побывала на одной из тренировок. 2 раза в день на республиканском стадионе в Сухуми проходят тренировки сборной Абхазии по футболу. Главный тренер национальной сборной Беслан Аджинджел дает необходимые тактические указания. Футболисты оттачивают не только технику игры, но и взаимодействие на поле друг с другом. Всего на турнир поедут 20 футболистов, 18 игроков и 2 вратаря. Те ребята, которые находятся сейчас здесь, все здоровы, все рвутся в бой. Конечно, к сожалению, у нас несколько ведущих игроков, на которых мы рассчитывали, получили травмы. И сейчас их нет в сборной. А так все идет, как вы видите, по штатному расписанию. Готовимся. Большие изменения по сравнению с прошлым годом, по сравнению с позапрошлым годом, даже по сравнению с тем годом, когда мы побеждали здесь. Появились много новых игроков, очень интересные молодые ребята, которые также рвутся в бой, хотят доказать, хотят защищать честь своей страны. Поэтому у нас произошли определенные изменения в составе. Международный турнир под эгидой КНИФА стартует уже 1 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. По итогам жеребьевки, которая прошла в январе этого года в Кракове, сборная Абхазии попала в группу «Б». Однако по разным причинам 4 команды отказались от участия в турнире. Поэтому ранее сформированные 4 группы были объединены в 2. Таким образом, в группе А сыграют Абхазия, Чамерия, Сапми и Арцах. В группе «Б» – Падания, Сикейский край, Западная Армения и Южная Осетия. По словам Беслана Аджинджел, изменения не сильно повлияли на подготовку нашей национальной сборной. Как отмечают эксперты, фаворитом нынешнего турнира является команда Нагорного Карабаха. И нашей сборной нужно максимально выложиться в каждой игре, чтобы дойти до финала. Нашей команде нужно победить, как это не банально звучит, всех своих соперников, которые встретятся ей на пути к финалу. А самое основное, надо быть командой, надо быть дружным коллективом, сражаться друг за друга на поле. Фавориты турнира все-таки, на мой взгляд, это команда-хозяйка, это команда Нагорного Карабаха, очень хорошая команда. Потом они играют дома, как мы с вами знаем, дома и стены помогают. Поэтому для нас они являются фаворитами. К сожалению,
Может быть, к счастью, они с нами играют в одной группе. Ну, тем интереснее будет, наверное, играть с ними. Последняя тренировка команды сборной Абхазии перед выездом на чемпионат Европы по версии КОНИФА состоится утром 29 мая. Церемония открытия турнира пройдет 1 июня. А на следующий день, 2 июня, сборная Абхазии сыграет в первом матче с командой Чамерии. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Сухуми по 14 видам спорта открылась 15-я республиканская спартакиада школьников, в которой примут участие более 1000 юных спортсменов из всех районов Абхазии. Судейскую коллегию возглавляет заслуженный учитель Республики Абхазия, заслуженный работник физической культуры и спорта, судья национальной категории Аслан Таркил. Саир Качарава стал победителем первенства России по боксу среди юношей и завоевал путевку на первенство Европы. Турнир проходил с 19 по 26 мая в Анапе. В соревнованиях участвовали 326 юношей, 129 девочек из 63 регионов России. С 24 по 26 мая также в Анапе прошел открытый турнир по тайскому боксу среди команд южных федеральных округов. В турнире приняли участие около 200 спортсменов в составе команд округов ЮФО и 8 спортсменов в составе сборной команды Абхазии. По итогам турнира сборная Абхазии завоевала 8 медалей. Первые места и золотые медали у Леона и Давида Амичба, Владислава Бичевая и Иракля Костандян. Серебро у Фатимы Цвижба и Астамура Алакашия. Бронза Никиты Шпинева и Георгия Мотченко. По итогам турнира сборная Абхазии заняла второе общекомандное место. Команда из Абхазии примет участие еще в одном турнире, который является отборочным на чемпионат и первенство Краснодарского края, Кубка Кавказа и России. Турнир пройдет с 31 мая по 2 июня в Сочи. А сейчас о погоде.